Я бы, наверное, слово «клановая структура» немножко переформулировал бы. Раз мы говорим о татарской знати, татарской аристократии, то, наверное, бы поговорил сейчас о... Ну, хотя кланы тоже, может быть, отчасти и верно было бы, о княжеских родах. Скорее, даже если мы говорим о времен Золотой Орды или постордынских государств, те, кого называют князьями, они назывались в те времена беки или бии. И, соответственно, есть еще один термин – мурзы. Поэтому как бы знать, она выглядит в виде биев или мурз, а уже в тот период, когда все эти группы вошли в состав московского государства, они уже назывались князьями и мурзами. Здесь, наверное, стоит сказать, чем отличаются все-таки князья от мурз. И это оказалось такой непростой вопрос, мы тут в свое время тоже хотели разобраться. Почему? Ну, собственно, в русских источниках и в делопроизводственных документах слово «бий» и слово «бег в русских языках они заменяли на слово «князь». Вот. И воспринималось как два одинаковых, точнее, понятия, но содержание у них было несколько разное. Вот, в принципе, когда мы говорим о слове «князь», ну что мы там со школьной программы там вспоминаем, были удельные княжества, ими там правили какие-то удельные князья. Кем были князья у татар, как бы такой отдельный вопрос, потому что они идут с времен Золотой Орды. Соответственно, мы пытались разобраться, кем были эти князья еще во времена как бы Золотой Орды. Вот, там был термин «бег», но если уж углубиться еще более глубже, то сам термин «бег», он достаточно старый. Вот если мы откроем древнетюркский словарь и найдем это слово «бег», то там мы можем увидеть ссылки на примеры и использование еще в VIII веке в тюркских письменных памятниках, енисейских, по-моему. Ну вот там как пример на стеле Культигина, там несколько раз слово «бег» упоминается, там Тукус, Агус, Беглери. То есть на русский язык переводится как князья 9 племен агузов, вот как-то так. Но и в ордынское время термин «бег» тоже использовался. Например, в словаре Кодекс Куманикус там тоже можно найти. Там, кстати, что интересно, там есть и слово «бег», и слово «бий». И там они немножко по-разному переводятся. Слово «бег» переводится как «принц», а слово «бий» переводит как «барон». Вот, хотя в реальности там и по другим источникам видно, что, по крайней мере, более поздним источникам, побольше, то, что это как бы одинаковое понятие. Так вот, мы тогда тоже задались вопросом, кто же такие беки в золотоордынское время, в постордынских государствах. Есть ряд источников, которые как бы раскрывают суть. Например, сохранились ярлыки Крымского ханства. Есть разные сообщения посольских книг, где тоже упоминаются о том, как, ну, например, в Ногайской Орде становились биями. Вот. И если сейчас не вдаваться как бы в детали, а подытожить, биями или беками называли тех татар, точнее тех представителей знати, которым жаловались полномочия по управлению какой-то группой населения. Это обязательно должно было быть пожалование. Пожалование шло, естественно, сначала от ханов, а потом уже в московское время, когда все-таки там князья у нас сохранялись, вместо ханов эти пожалования, эти жалованные грамоты давали уже русские великие князья или там цари. Еще есть термин, кстати, в Кодекс Куманикус есть еще один перевод слова «бег», там был эмир. Эмир с фарси, с персидского языка, собственно, тоже означает князь. Поэтому в источниках, когда мы изучаем персидские источники там, или персидоязычные источники, вместо «бег», вместо «князь» используют слово «эмир». А Кодекс Куманикус – это словарь, он хранится в Венеции, вот он на самом деле написан на латинском языке. Ну, то есть европейцы ставили словарь татарского языка, он там назывался куманским, кипчакским. Вот. Ну, по факту это словарь татарского языка. Тот экземпляр, который хранится сейчас в Венеции, он был составлен еще в 1303 году, ну то есть достаточно как бы ранее. Стела Культигина – это уже памятник эпохи тюркских каганатов. Вот, сам Культигин – это имя, он был брат тюркского кагана. В долине Архона в Монголии, там где его захоронение было, там была стела. Она такая двуязычная, там тюркский письменный язык, он был тогда в виде рун. Вот. А с другой стороны, это и стела, он там на китайском, в виде китайских роликов написан. Ну там как раз история Культигина, там о Чагатайском улусе, в источниках там это и Мирзы, и ну они Мирзы или Мурзы, тоже и беки, и Мирзы, и Мурзы, они все используются. По поводу вот Ирана, точно не скажу, потому что на иранском это будет как бы эмир, но возможно в тюркской среде они так
и были беки. Про Мирс я еще не сказал, что, собственно, если эмиры на персидском это как бы князья, то еще заимствование с персидского это Эмирзаде, это сын князя. Получается, то есть все сыновья бека становились мурзами или мирзами, то есть это как бы титул, который они получали от рождения. Вот. Но потом, собственно, это давало право кому-то из этих мир стать беком. Мне кажется, где-то уже в поздние периоды самой Золотой Орды это действительно были семейные правящие. То есть, возможно, здесь слово клан прям достаточно хорошо подходит. Правящие роды, ширинские, например, из рода Ширин, Мангыт. И вот род Ширин, он как раз здесь, в западной части Золотой Орды, усилился, они пришли вместе с Токтамышем, но все потомки беков из рода Ширин, например, да, это все потомки знаменитого Урук-Тимура, это сподвижник Токтамыша, поэтому нельзя сказать, что и даже та группа населения, которым управляли ширинские князья или ширинские беи, это не значит, что они все были прямо как бы представители рода Ширин. Вот. Ширин тогда в этом случае относилась именно к вот этой правящей семье, скажем так. Она потом разделилась, но суть в том, что их подвластное население далеко не обязательно, и скорее всего даже не было, ну если не брать родственников близких, прямо принадлежащих к роду Ширин, как это есть у кочевых сообществ, например, там в Казахстане. Предки, получается, современных казахов, это же кочевые сообщества. Вот. И там действительно как бы они все представители одного рода, и у них есть такое генетическое родство. Там, по крайней мере, в западной части вот эти правящие кланы, и не обязательно, что они управляли именно представителями только одного как бы генетического рода. Ну, из таких еще известных родов, например, если взять общеордынских, скажем так, известных, там, например, потомки Едигея, и, соответственно, правители, например, Ногайской Орды, они все были из рода потомков Едигея. Поэтому, скорее всего, и особенно уже для постордынского времени, ну и, по крайней мере, для западных юртов, правящие кланы это были все-таки такие семейные кланы. Вот, если так говорить. Вопрос тут такой, скажем так, многогранный, многоплановый. Действительно, сейчас если брать вот именно татар, среди современных татар по Волжье, там, при Урале, представителей тех известных, тех монгольских кланов там мы не увидим, вроде как с одной стороны. Но мы же понимаем то, что население, вот современные татары живут в тех районах, где не было кочевых групп, по крайней мере. Среднее Поволжье, оно не приспособлено для кочевания. Вот, и это население уже достаточно давно как бы ведет оседлый образ жизни. И возможно, что, даже невозможно, а скорее всего, что в рамках оседлой жизни само вот такое родовое деление, оно уже само по себе как бы, не обязательно. Вот можно привести такой пример. Вот есть касимские татары, было Касимское ханство, и там есть действительно представители знатных родов, тех вот общеордынских, скажем так, известных родов, но мы ни в документах нигде мы не найдем, что они там представители тех или иных кланов. Эта информация в источниках нигде не сохранилась, и между ними тоже практически нету. Ну, за исключением, может быть, тех, кто носит там фамилию сейчас там Ширинский. Да, мы можем предположить, что они потомки там рода Ширин. Вот, а в других мы как бы ничего не знаем, хотя там есть знатные рода, там потомки князей, вот мурзинские роды. Но вот есть источник, там сборник летописей Кадыра Либека, и благодаря этому источнику мы вот внезапно узнаем, что там действительно там указаны карачебеки, которые участвовали в воцарении Ураз-Мухаммеда, и там действительно указаны, прописаны представители вот этих знатных родов. Там были Кыпчак, Ширин, Кыпчак, Аргын, Избай-Мангыт, и, собственно, был Джилаир, сам автор этого произведения Кадыр Алибек, он из рода Джилаир, собственно, вот он и был четвертый. Вот. Хотя он сам как бы был вынужденным переселенцем, поэтому говорить о том, что присутствовали Джилаиры в Касимове, как бы мы не можем. Вот. Но вот эти роды, Аргыны, Кыпчаки, эти представители есть, это известные фамилии, Чанышевы, например, Танкачевы, Кикичевы. Вот. Они даже как бы и не вот сейчас современные потомки, носители этих фамилий, они даже и не подозревают,
что они были потомками там аргынов. Ну, что еще сказать по поводу, именно если говорить о кланах, тех известных, которые у нас там упоминаются, ну, общеордынских, скажем так, или общемонгольских, которые упоминаются еще в восточных источниках, они могли в том же Казанском ханстве занимать ведущие роли, как они там занимали в Крымском ханстве, но представители этих знатных родов в итоге отчасти там были уничтожены, отчасти бежали, отчасти были переселены на север вот, коренной территории Московского государства, там, в Бежецкие Пятины. Некоторые представители, ну, кстати, вот и самые известные представители, это как раз рода Ширин, это Нурали Булатов, вот он уже упоминается там среди корпораций служилых татар там, в регионе, Новгородском регионе, скажем так. Да. Каких-то князей переселили в Касимов. Вот, поэтому эти представители знатных как бы, родов они были, но вот после присоединения все-таки там уже можно сказать, что потомков не осталось. Поскольку как бы, происхождение именно по источникам большинства представителей знатных родов, ну и мы сейчас татарских как бы берем, те, которые потомки которых среди современных татар, если брать, да, их происхождение, получается, по источникам как бы неизвестно, но мы просто знаем, что это вот мурзинские роды, там, Яушевы, к примеру, да, их там предок, там, их предки были князьями и беками. Вот. А понять, с каких кланов по прямым источникам как бы мы не можем. Вот. Но опять же, те же генетические исследования, там, которые были проведены там, в недавнее время, да, они показывают, что многие из представителей этих знатных родов, они не относятся к выходцам из Центральной Азии, как бы из Монголии, хотя есть такие представители на самом деле. Вот. Но многие, получается, что они потомки еще там до монгольского населения, которое жило, получается, в западных или, скажем так, в европейской части, которая вошла в состав Золотой Орды. Возможно, как бы кто-то из булгарского происхождения. Ну, в общем, здесь трудно сказать, потому что вычислить их достаточно сложно, но это говорит о том, что с монгольской экспансией, как считалось, что вся элита как бы была уничтожена, и их сменили представители как бы монгольской элиты, ну, мы не можем так говорить. Вот, потому что представители местной татарской знати, они, вот, как мы видим, они сохранились, и они далеко не всегда монгольского происхождения. Или, скажем так, не монгольского, а восточноазиатского, центральноазиатского. Если мы возьмем старые сочинения, которые относятся к Чингисхану, ну, поскольку Монгольская империя – это империя Чингисхана, потом Золотая Орда – это Улус Джучи его называют, то произошел после образования как бы, Монгольской империи, произошел слом тех как бы, систем, которые ранее существовали. И на них наложилась новая монгольская система, административная система, она строилась из как бы, военного устройства армии Чингисхана. Да? Как мы помним, он разделил армию на 10 тысяч тумены, потом на тысячных, сотенных как бы, руководителей. И, соответственно, оттуда пошли 10-тысячные беки, тысячные беки, сотенные беки, там, десятные беки. То есть вот такая была достаточно жесткая система. Кого он назначал на самые высшие как бы, должности, понятно, что тех своих приближенных, они в источниках, их имена сохранились, они назывались наенами. Вот, и от их родов пошли, ну, их потомки как раз занимали именно самые такие главенствующие, скажем, должности.